Доброе утро, наши дорогие телезрители. 13 июля на календаре. Начинаем новую рабочую летнюю неделю вместе с программой «Утро Якутии». Ну а чтобы вся неделя прошла положительно и плодотворно, конечно же, встречайте ее всегда с нашей компанией. Так, сегодня я и мои коллеги подготовили для вас очень много интересного, впрочем, как и всегда. Сегодня мы с вами сделаем традиционную утреннюю зарядку, узнаем гороскоп на предстоящую неделю. А с гостями в студии обсудим такую интересную тему, как сезон отпусков, какие меры поддержки полагаются пенсионерам, не работающим, внимание, пенсионерам. Также поговорим о сказках, как о методе психологической помощи. Ну и это, конечно же, не все. Оставайтесь с нами, и вы все узнаете первыми. Ну а прямо сейчас очень актуальная информация. Узнаем, какая погода ожидает нас сегодня. Сегодня в центральных районах ожидается до 18-25 градусов тепла. В заречной группе 20-27. В южных 19-24. В Вилюйской группе от 16 до 22. В Нижнеленских 18-23. В западных 13-20. В Калмыцкой группе от 6 до 19, в Янских 10-21. На северо-западе от 4 до 19. Температура воздуха в городе Якутске на 6 часов утра составила 16 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем нам обещают небольшой кратковременный дождь, грозу. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит достаточно теплая. Погода ожидает нас сегодня 26-28 градусов тепла. А теперь к интересным новостям. Извержение вулкана Этна на итальянском острове Сицилия вновь привлекает туристов, которые приезжают увидеть потоки раскаленной лавы. По данным Национального института геофизики и вулканологии, на днях одно из жерел Этны начало выбрасывать пепел, сформировав над вершиной столб высотой около 1,5 километра. Очередная фаза активности вулкана началась в декабре прошлого года. Вместе с тем, 1 января этого года на северо-западном склоне долины в Валле-дель-Бове на высоте около 2000 метров произошел эпизод, в результате которого образовался новый разлом. Этна возвышается на 3450 метров над уровнем моря и находится в состоянии почти непрерывного извержения еще с 2013 года. Вулкан копит энергию, чтобы однажды взорваться. Вы можете поступить умнее. Используйте свою энергию прямо сейчас на утренней зарядке. Утренняя зарядка мягко запускает все эти процессы, разгоняет кровь, насыщает ткани кислородом, активирует нервную систему. Это как нажать кнопку «Пуск» на своем организме. Всем доброго утра, меня зовут Екатерина. Давайте начнем этот день позитивно, с хорошей бодрой зарядки, чтобы зарядиться на целый день. И давайте начнем с легкой просто разминки. Начинаем вытягивать шею, уводим голову вправо, уводим голову влево и делаем так где-то 6 подходов. Потом остаемся на одной стороне и от уха через подбородок рисуем полукруг к другому уху. Раз. Только перед. 2. Делаем тоже 3 раза. Остаемся на одной стороне. Сверху слегка давим и держим в статике где-то секунд 5. И в другую сторону повторяем то же самое. Теперь руки собираем в замок на затылок. Подбородок тянем к груди и сверху тоже слегка давим, держим. Тоже секунд 5 подержали, поднимаем голову, опустили руки и плечи тянем назад. Делаем это хорошо, амплитуднее. 2, 3, 4 и вперед тоже. 1, 2, 3 и 4. Теперь правую руку вытягиваем вверх. На левую лопатку, левой рукой за правый локоть и уходим в наклон, вытягиваем хорошо бок, таз у нас остается, не сдвигается.
Тоже держим в статике 5 секунд. Возвращаемся. Эту же руку тянем к себе, расслабляем кисть и держим в статике 5 секунд. Теперь эта рука уходит назад, зацеп в замок, подтянули к себе руку и увели наклон головы влево. Тоже держим 5 секунд. Возвращаемся, делаем на другую сторону. Теперь стопы ставим шире, руки на пояс и круговые вращения таза в одну сторону. 2, 3 и 4. Возвращаемся в центр. Левая рука скользит по бедру, правую руку вытягиваем наверх и уходим в наклон вместе с бедром. Руку вперед не роняем, вытягиваем наверх, прям хотим вытолкнуть грудь наверх и взгляд направляем вверх. Держим в статике 5 секунд. Корпус теперь уводим в наклон. Тянем руку в сторону, держим 5 секунд. Опускаем руку вниз, в центре. Меняем руку, вытянули левую руку. Держим 5 секунд. И уходим в наклон, взгляд направили вверх, грудь толкнули наверх, тоже держим 5 секунд. И возвращаемся в исходное положение, опустили руки. Теперь локти прижимаем к талии, сжимаем кулак и кисти прокручиваем прямо через усилие к себе в одну сторону и в другую. Опустили руки, ладони на колени и колени прокручиваем в одну сторону и в другую. По 4 раза. Стопы поставили поуже. Правую ногу оставим на носок и через верх меняем на левую. Вытянули стопы. Поменяли 3, 4, 5, 6. Делаем 8 раз. 7 и 8. Остались на этой стороне и крутим голеностоп. 3, 4. В другую сторону. 3 и 4. Повторяем с другой ногой. На этом наша зарядка завершилась. Желаю всем продуктивного, хорошего дня и здоровья. Ну а пока вы отдыхаете после небольшой физической нагрузки, предлагаю прослушать о новостях, которые произошли за прошедшие сутки в нашей республике и за ее пределами. Слово коллегам. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Семейная ипотека в России остается без изменений. Льготная ставка 6% сохраняется для тех, кто соответствует условиям программы, а в качестве первоначального взноса по-прежнему можно использовать материнский капитал. Как разъяснил депутат Госдумы Александр Аксененко, несмотря на активное обсуждение, правила не меняются. Семьи могут спокойно планировать покупку жилья. Приобрести квартиру на вторичном рынке также возможно, но только в тех населенных пунктах, где практически не ведется новое строительство. Порядок повторного оформления ипотеки для семей с детьми тоже остался прежним. Дополнительные партии топлива поступят в Якутию железной дорогой. Об этом сообщил министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков. В первоочередном порядке обеспечиваются социальные учреждения, предприятия ЖКХ, экстренные службы и другие объекты жизнеобеспечения. До поступления очередных партий топлива на автозаправочных станциях республики сохраняются временные ограничения на отпуск нефтепродуктов. Бензин реализуется в объеме 20-30 литров на один автомобиль, дизельное топливо отпускается по топливным картам. Отпуск топлива в переносную тару временно ограничен, за исключением сельхозтоваропроизводителей. В крупнейшем детском лагере Якутии «Спутник» стартовала вторая смена под символичным названием «Сияй». Торжественное открытие состоялось 10 июля. Этим летом лагерь объединил около 300 ребят в 12 отрядов. В организации смены работает 74 сотрудника. Это и вожатые, и повара, и медицинские работники. Впереди у детей насыщенная программа. Творческие мастер-классы, современные танцы, флешмобы, спортивные активности и теплые вечерние встречи. Смена только началась, но в «Спутнике» уже царит атмосфера дружбы, творчества и летнего настроения.
У нас спортивно-оздоровительный, то есть спортивные мероприятия у нас проходят, а также очень много мероприятий в якутском стиле у нас проходят. И под лозунгом «Сияй» у нас пройдет в этом сезоне фестиваль, в котором дети покажут себя в своей лучшей красе. Будут творческие концерты, также проекты, которые подготовят дети у себя в отряде, в корпусах. Якутский фильм стал победителем международного кинофестиваля. В июне этого года картина режиссера Эдуарда Новикова «На краю света» завоевала гран-при «Гранатовый браслет» на 32-м фестивале «Литература и кино» в Гатчине. Также исполнитель главной роли архиерея Амвросия Сергей Перегудов стал лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль». Фильм снят по одноименному рассказу русского писателя Николая Лескова и рассказывает о православных миссионерах в Якутии. Ранее, в 2018 году, другой фильм Эдуарда Новикова «Царь птица» также становился победителем на Московском кинофестивале. Сам фестиваль от других кинофестивалей отличается тем, что в этом фестивале участвует экранизации произведений, романов разных писателей. Якутское кино развивается, много молодых кинорежиссеров, много фильмов снимает и сейчас участвует в разных, не только российских, и разных международных кинофестивалях. Призы получает, развивается кино. Последняя рабочая неделя 2026-го продлится 3 дня с 28 по 30 декабря. Новогодние выходные начнутся 31 декабря и продлятся до 10 января 2027 включительно. 31 декабря стало нерабочим благодаря переносу выходного с 4 января. Это позволит гражданам встретить Новый год без необходимости выходить на работу в последний день декабря. Праздники продлятся до 10 января. На этом все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Спасибо, коллега. Мы продолжаем. Лето – время отпусков и путешествий. Для многих неработающих пенсионеров, проживающих на Дальнем Востоке, действует такая мера поддержки, которая позволяет компенсировать расходы на дорогу к месту отдыха и обратно. Кто может воспользоваться этим правом, как оформить компенсацию и на что стоит обратить внимание при покупке билетов, обсудим сегодня с Анной Барашковой, заместителем начальника отдела контроля установления социальных выплат Первого отделения социального фонда по Республике Саха-Якутия. Анна, доброе утро. Доброе утро. Ну, конечно же, интересно, да, кто имеет право на компенсацию проезда к месту отдыха, что это за категории граждан? Одним из направлений по предоставлению мер социальной поддержки Фонда пенсионного и социального страхования – это компенсация проездов неработающим пенсионерам к месту отдыха и обратно. Данная мера предусмотрена неработающим пенсионерам, получателям страховых пенсий по старости или страховой пенсии по инвалидности, с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии. При этом на момент осуществления поездки, на момент пребывания в месте отдыха, на момент подачи заявления у пенсионера должен быть статус неработающего. А как часто можно пользоваться этой мерой? Данная компенсация предоставляется один раз в 2 года. Двухгодичный период исчисляется в календарном порядке, начиная с 1 января года, в котором пенсионеру на основании поданного им заявления была предоставлена компенсация. То есть принято решение. То есть это как проезд у работающих Да, людей, примерно в так же, принципе? но есть некоторые нюансы, конечно. И тут еще следует отметить, что в случае, если пенсионер не использовал за истекшие периоды свое право, за эти истекшие периоды компенсация не производится. Да, очень важно. Какие есть варианты получения компенсации до поездки и после возвращения с отпуска? Есть 2 вида компенсации. Это предоставление проездных документов, обеспечивающих проезд к месту отдыха и обратно. Это если, например, пенсионер планирует поездку, но не имеет достаточных средств для приобретения билетов. Да? Второй вид компенсации – это возмещение фактически произведенных расходов. Это возврат денег за самостоятельно купленные авиабилеты к месту отдыха и обратно. Если пенсионер только планирует поездку, нужно ли ему обратиться в социальный фонд заранее?
Вообще нет такой необходимости, но, может быть, вот как я озвучила сейчас, это заранее производится только при предоставлении проездных документов к месту отдыха и обратно. То есть он хочет получить талоны, эти талоны он потом, пенсионер идет, обменивает на авиабилеты. Или железнодорожный транспорт, или авиационный транспорт. Какие документы необходимо предъявить, предоставить для оформления? При предоставлении проездных документов, обеспечивающих проезд к месту отдыха, достаточно подать только заявление по установленной форме с указанием избранного места отдыха. А при предоставлении компенсации на возмещение в данном случае тоже идет заявление, да, установленной формы с указанием места отдыха и предоставлением проездных документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. А как подать заявление? Нужно обязательно приходить лично или можно вот как-то через технологии, те же государственные услуги? Да? Возмещение фактически произведенных расходов, заявлений именно, да, можно подать через портал ИПГУ, да, также обратиться через МФЦ, клиентские службы непосредственно, по почте. А как раз, что касаемо предоставления проездных документов, специальные талоны, то необходимо будет обратиться в МФЦ или клиентские службы по месту жительства. А что касается компенсации, да, если, допустим, человек летит с пересадками теми же? Да, конечно, существуют пересадки с учетом То есть сразу необходимо будет указать, наверное, да? Нет, с учетом региональных особенностей, да, наших территориальных, то, что мы далеко находимся, да, не отсутствует прямое сообщение, это касаемо, допустим, возмещения, да. Человек, допустим, указал место отдыха Сочи, но летит Якутск-Москва, Москва-Сочи. Мы в данном случае Москва рассматриваем как транзитный пункт, и это не считается, это как просто пересадка по пути следования к месту отдыха. А только одна пересадка, да, позволяется? Но мы смотрим, чтобы эти пересадки были по пути следования. Если нет существенного отклонения от маршрута следования, то, конечно, тут компенсация возможна. Чтобы никуда налево не свернуть, да, как говорится. Распространяется ли компенсация на поездки за пределы России? При следовании к месту отдыха за пределы территории Российской Федерации компенсация производится до ближайшей к месту пересечения государственной границы аэропорта, железнодорожного вокзала, морского, речного вокзала. При этом для компенсации необходимо предоставить копию заграничного паспорта с отметкой пограничного органа Федеральной службы с отметкой о пересечении границы. Если же въезд в страны для граждан Российской Федерации осуществляется по паспорту Российской Федерации, данная необходимость отсутствует. При этом для компенсации от пенсионера воздушным транспортом, авиационным транспортом, да, необходимо предоставить документ о стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации, включенной в стоимость проездного документа. Анна, наверное, бывают такие случаи, когда билеты уже куплены, да, а той же самой компенсации узнали позже, да, вот что делать в такой ситуации? Ранее вот я озвучила, да, про двухгодичный период. Такое возможно, да, человек, допустим, в 2025 году воспользовался проездом, об этом узнал только в 2026 году. Он может обратиться в текущем году. Главное, чтобы он на момент поездки, на момент пребывания, на момент подачи заявления не являлся работающим. Только в данном случае будет период осуществления компенсации, двухгодичный период, исчисляться с 1 января 2026 года. Есть такая возможность, да. Какие ошибки, да, чаще всего допускаются еще при оформлении компенсации и как их избежать? Ну, основные ошибки, да, я озвучу. Это через как раз-таки портал ИПГУ, когда заявление подается на возмещение. Иногда пенсионеры не предоставляют сам проездной документ, то есть думая, что это посадочный талон, это является проездным документом, справки всевозможные, да. Сам проездной документ должен как раз-таки называться либо маршрутной квитанцией электронного билета, либо электронным документом. Посадочные талоны и справки не могут применяться в качестве проездного документа. Бывают еще ошибки. Значит, тоже подача заявления через ИПГУ. Пенсионер находится в месте отдыха и подает заявление. Компенсация у нас производится по приезде к месту жительства, то есть уже по совершенной поездке. Поездка должна быть завершена, только потом подается заявление на компенсацию. Ну, такие основные причины. Можно, иногда забывают указать место отдыха, то есть указывают не населенный пункт, а просто регион или область. Это тоже как бы мы не можем рассматривать, потому что нам нужно именно четко понимать, какой населенный пункт был.
Анна, где еще можно ознакомиться вот с этой подробной информацией, да, чтобы вот ничего не пропустить? Вообще вот информацию, какие-то консультации можно получить по горячей линии. Вдруг пенсионера интересует наличие государственного контракта, с какими транспортными организациями заключен государственный контракт, он может обратиться по горячей линии 8 800 100 2001. Там дадут информацию по запросу, также на сайте социального фонда. Спасибо большое, что ответили на все актуальные вопросы. Очень надеюсь, что наши пенсионеры будут внимательны, да, ну и, конечно, вам отличного дня. Спасибо вам. Плодотворной работы, а нашим телезрителям приятного отдыха. Спасибо. На календаре у нас 13 июля, напомню, в этот день по народным приметам не стоит начинать большие новые дела. Этот день полупетр воспринимали как время подводить промежуточные итоги и готовиться к Петрову дню, а не запускать масштабные проекты. Считалось, что в этот день особенно важно не оставаться в долгу и отблагодарить тех, кто помог. За добро добром платят. А вот чем еще запомнился этот день, узнаем далее. На календаре 13 июля сегодня отмечают Международный день головоломки. По народному календарю 12 апостолов. На Руси на 12 апостолов крестьяне чествовали лето, которое вступало в самую жаркую свою пору. Собираясь на покос, люди одевались в лучшие платья, а после работы веселились до позднего вечера. Как и на Пасху, в этот день было принято красить яйца в желтый цвет и обмениваться ими друг с другом. Также из яиц готовили разнообразные блюда. В первую очередь разные виды яичницы с сыром, с зеленым луком, с хлебом, с ветчиной. Популярной была яичница с селедкой. Этот день в истории. В 1830 году основан Московский государственный технический университет имени Николая Эрнестовича Баумана. В 1871 году состоялась первая в мире выставка кошек. В 1882 году начали работать первые телефонные станции в России. В 1930 году в Уругвае начался первый в истории чемпионат мира по футболу. В 1962 году вышел с конвейера первый колесный трактор К-700 «Кировец». В 1990 году основан Центральный банк Российской Федерации. В этот день родились Михаил Пуговкин, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Валентин Пикуль, советский писатель. Петр Фоменко, советский и российский театральный и кинорежиссер, педагог, народный артист России. Пьеро Манзони, итальянский художник, представитель эпатажа в искусстве. Алексей Елисеев, советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. Именины отмечают Алексей, Андрей, Варфоломей, Дина, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Фадей, Филипп, Фома, Яков. И, как мы уже сказали, сегодня отмечают Международный день головоломки. Эта дата выбрана в честь дня рождения венгерского архитектора и дизайнера Эрнё Рубика, создателя знаменитого кубика. Кстати, именно кубик Рубика до сих пор остается самой популярной среди головоломок. Во всем мире популярны турниры по быстрой сборке кубика. Так, не так давно в Китае установили очередной рекорд, и причем детьми. Они совместно собрали головоломку за 8,5 секунд, тем самым установив мировой рекорд. А знали ли вы, что в Мытищах на Жестовской фабрике декоративной росписи создают на гранях кубика Рубика уникальные цветочные сюжеты: розы, пионы, красные ягоды, рябины и желтые лимоны. Каждая грань представляет собой законченную композицию, разделенную на 9 частей. И чтобы увидеть целостный рисунок, головоломку необходимо правильно собрать. А вы хотели бы себе такой? А День головоломки – праздник, который неожиданно хорошо ложится на текущую экономическую повестку. Новые ограничения на кредиты требуют от заемщиков более точного расчета и стратегического подхода. Привычные схемы больше не работают, а значит, нужно заново собирать пазл из доступных инструментов. Подробнее о том, что изменилось с 1 июля, расскажет наш юрист. С 1 июля 2026 года банкам станет сложнее выдавать часть кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Это не значит, что кредиты запретят, но людям с большим показателем долговой нагрузки могут чаще отказывать или предлагать меньшую сумму. Заработная плата сама по себе не гарантирует одобрения. Банк смотрит не только на доход, но и на то, сколько денег остается после обязательных платежей. Отказ возможен,
если уже есть несколько кредитов или рассрочек. Открыты кредитные карты с большими лимитами, даже если ими почти не пользуются. Доход сложно подтвердить официально. Запрошенная сумма дает слишком высокий ежемесячный платеж. В кредитной истории есть частые заявки или недавние отказы. Как посчитать свою нагрузку перед заявкой? Перед подачей заявки стоит собрать все регулярные платежи по долгам, платежи по действующим потребительским кредитам, а также платежи по ипотеке или автокредиту, минимальные платежи по кредитным картам, рассрочки, микрозаймы, а также поручительства, либо обязательства созаемщика, если банк их учитывает. Затем нужно сравнить сумму платежей с подтвержденным доходом. Лучше читать не на глаз, а с запасом. Банк может учитывать не только фактические платежи, но и потенциальную нагрузку по открытым кредитным лимитам. Если показатель долговой нагрузки получается выше 50%, заявка может быть рискованной для банка. Если выше 80%, шансы на одобрение могут снизиться, особенно по продуктам, где Центральный банк установил жесткие ограничения. Знайте свои права. Республиканские техникум-интернаты профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов имени Марты Николаевны Донской единственный в республике, полностью адаптированный для людей с инвалидностью и ОВЗ. Кондитеры, графические дизайнеры, повара. Обучение ведется по самым 10 профессиям для людей с самыми разными диагнозами. Подробнее о приемной кампании в техникуме расскажет заместитель директора по учебно-производственной работе Андрей Левин. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Ну, какие категории людей с инвалидностью к вам могут поступить и по каким специальностям, да, как вы сказали, идет набор в этом году? Появились ли новые, возможно? Ну, в этом году у нас набор идет по 7 профессиям. Это у нас есть профессия среднего профессионального образования оператор технической поддержки на базе 11 классов. И на базе 9 классов у нас 6 профессий, с которыми можно поступить, также имея свидетельство об обучении. Повар, кондитер, парикмахер, рабочий зеленого хозяйства, швея и продавец продовольственных товаров. Могут поступить люди с инвалидностью по различным группам, то есть есть первая, вторая, третья группа инвалидности, которые дают взрослым, и дети-инвалиды. Единственное ограничение – это надо рассматривать их по какой нозологии они получили инвалидность, потому что по определенным профессиям есть какие-то определенные медицинские противопоказания. Об этом все расскажут наши специалисты медицинского блока, психологи и ответственный секретарь. Ну, перечень документов, которые необходимо предоставить, он какой-то стандартный или что-то нужно еще дополнительно, возможно? И как вот подать заявление иногородним, допустим, потенциальным студентам? В набор документов входит заявление, согласие на обработку персональных данных, копия документа об образовании, это может быть аттестат, это свидетельство об обучении, копия паспорта, ИНН, СНИЛС, стандартный перечень документов, который обращается в колледжи, техникумы. Дополнительно, так как мы являемся специализированным учреждением, необходимо предоставить справку МСЕ, медико-социальной экспертизы, которая подтверждает категорию инвалидности, или же справку ПМПК, психолога-медика комиссии, которая подтверждает наличие ограниченных возможностей здоровья. Подать можно также лично. Это у нас находимся мы на Сергеляском шоссе 10 километр, дом 3, лично в приемную комиссию. Можно подать на нашу электронную почту. Также есть возможность подать через госуслуги. Ну вот как раз видим кадры, да, работы техникума, да. Расскажите о материально-технической базе, да. Знаем, что там по-настоящему создана инклюзивная среда, от комнаты психологической разгрузки до оборудованных мастерских. Что-то новое, может, еще появилось? Ну, в этом году мы получили новую профессию как раз оператор технической поддержки. Мы данную образовательную программу впервые аккредитовывали и имеем право обучать по данной образовательной программе. И в этом году выпустилась первая группа по данному направлению. Она довольно успешно завершилась. Всего у нас по данной программе имеется 3 отличника, то есть 3 дипломника с красным дипломом. И в этом году по данному направлению тоже набор идет. Всего у нас 10 бюджетных мест предусмотрено по данному направлению. Также по остальным направлениям у нас предусмотрено 74 бюджетных места. Там также у нас оборудованы учебные кабинеты, мастерские, учебный цех по
по поварам-кондитерам работают у нас каждый день. Каждый день там у нас наши студенты обучаются, как приготавливать новые какие-то блюда, могут приготовить какие-то кондитерские изделия. То есть очень активно и практикоориентированно проводится у нас обучение для наших студентов. Очень интересно. А участники специальной военной операции, да, также могут бесплатно пройти в вашем техникуме курсы и профессиональную подготовку. Расскажите про это. Да, мы проводим обучение для участников СВО. В этом году у нас особый упор идет на обучение участников специальной военной операции, которые получили инвалидность в ходе проведения боевых действий. И они бесплатно могут обучаться по программам, курсам повышения квалификации. Это основа русского жестового языка, основа финансовой грамотности, работа на сайтах, работа с 1С, ну и также получить какую-то рабочую профессию, такие как, может быть, изготовитель пищевых полуфабрикатов, повар, портной. То есть перечень достаточно у нас большой. Можете к нам обращаться в техникум и получить дополнительную информацию о том, когда будет у нас обучение и в какие сроки. Ваш техникум реализует ряд проектов, также мы знаем, да, среди которых, например, мультцентр для инвалидов, обучение профессии, содействие трудоустройству людей с ментальными нарушениями. Вот об этом что можете сказать? Данный проект мы реализовываем с 2022 года. В данном проекте предусмотрено обучение людей с ментальными нарушениями. Они получают свидетельство о профессии рабочего должности служащего после обучения по коротким программам на 144 или на 216 часов. Если по нашим основным программам у нас предусмотрено обучение как минимум один учебный год на 10 месяцев, то данные программы у нас предусмотрены буквально на 2-3 месяца, и они получают после окончания обучения не только документ, подтверждающий наличие профессии, но и также мы им содействуем в трудоустройстве. Один из таких больших ярких моментов, можно сказать, о направлении как сценическая деятельность. Инклюзивный театр «Алгыс» обучились у нас по данному направлению 13 человек, и они успешно завершили данное обучение, и они подтвердили свои профессиональные навыки путем сдачи квалификационного экзамена в виде сценки. Ну вот вы как раз затронули тему трудоустройства, да, интересно, а как, насколько успешно ваши студенты потом находят себя, свое дело? У нас есть специальный отдел содействия трудоустройству, профориентации, который как раз в течение всего учебного года занимается с нашими студентами, проводит профориентационные встречи с нашими работодателями, проводит тестирование, ну и перед окончанием учебного года предлагает перечень работодателей, которым можем трудоустроиться. Мы нашими социальными партнерами очень хорошо взаимодействуем. Они к нам приходят на наши мероприятия, мы к ним приходим. Соответственно, мы никогда не теряем связи с нашими социальными партнерами и готовы работать и с другими, которые могут предоставить рабочее место для наших студентов, выпускников, инвалидов. Тем более я знаю, что у работодателей есть определенные возможности для квотирования этих рабочих мест для инвалидов. Андрей, а какие все-таки специальности на сегодня наиболее актуальны, скажем так, среди абитуриентов? По состоянию на сегодняшний день самые популярные направления — это повар и кондитер. Если примерно на сегодняшний день посчитать, это 2 человека на одно рабочее место. Вот как вы думаете, почему вот такой наплыв? Мне кажется, это из-за того, что людям нравится эта профессия, из-за того, что она изначально, может, также является творческой. То есть она не только предусматривает работу по каким-то технологическим картам, но и также есть возможность и развития каких-то творческих навыков, если они хотят приготовить какое-то блюдо уже со своим каким-то настроением, со своей какие-то идеи, они могут это показать. Ну и все, наверное, любят вкусно покушать, да? Да. Ага. Ну и до какого числа, какие сроки продлится приемная кампания? Может, прям наших телезрителей? Приемная кампания у нас продлится до 15 августа. То есть до 15 августа мы принимаем все документы. Оригиналы аттестатов или же документов образования нужно предоставить до 18 августа. Предоставление оригиналов говорит о том, что вы готовы к нам зачислиться. А
само 18 августа у нас будет проводиться профессиональный отбор для абитуриентов. В этот день наши мастера проведут небольшое тестирование, психологи, медики также будут рассматривать документы абитуриентов на наличие также медицинских противопоказаний. Поэтому всех ждем 18 августа к нам на профессиональный отбор. Андрей, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. Желаем вам активных, хороших студентов в новом учебном году. Спасибо. Спасибо. Ну а выбрать вуз, направление, профиль – это отдельный уровень сложности. Голова кругом, вариантов 100, а ты сидишь и думаешь, а вдруг не то. В такие моменты хочется, конечно же, подсказок каких-то. Хоть монетку кинуть, хоть на кофейной гуще погадать или заглянуть в гороскоп, например. Овнам звезды сулят период активного продвижения по службе. Возможно, вы получите неожиданное предложение, которое потребует быстрого решения. Не бойтесь рисковать, сейчас ваша интуиция особенно остра. А в личной жизни стоит быть терпимее к чужим слабостям, тогда конфликты сойдут на нет. Тельцам предстоит разобраться в финансовых потоках и пересмотреть текущие расходы. Хорошее время для начала долгосрочного вложения, но избегайте импульсивных трат. Отношения с партнером могут выйти на новый уровень откровенности. Используйте этот момент для укрепления союза. Близнецам стоит обратить внимание на свое здоровье и режим дня. Переутомление может сказаться на продуктивности. На работе возможны командировки или обучение. Соглашайтесь, это расширит ваш кругозор. К концу недели возможно неожиданное известие от друзей, которое приятно удивит. У раков главной темой станет семья и дом. Возможно, потребуется помощь родственникам или заняться обустройством жилья. На профессиональном поприще постарайтесь не брать на себя лишнего. Делегируйте задачи. В любви царит уют и спокойствие. Наслаждайтесь тихими вечерами. Львов ждет время творческого вдохновения и признания. Ваши идеи найдут поддержку руководства, если вы подадите их ярко и убедительно. В середине недели возможна романтическая встреча, которая оставит приятные воспоминания. А финансы стабильны, но крупные покупки лучше отложить. Девам звезды советуют проявить гибкость в общении с коллегами. Конфликты сейчас будут мешать прогрессу, поэтому идите на компромиссы. В личной сфере наступит период легкости и взаимопонимания. Удачное время для короткой поездки за город, она освежит ваши мысли. Весам необходимо сосредоточиться на завершении старых проектов. Не распыляйтесь на новые задачи, доведите начатое до конца. В семейных делах возможны приятные хлопоты, связанные с детьми или общим отдыхом. К концу недели вы получите хорошую новость, касающуюся денег. Скорпионам судьба готовит насыщенную неделю общения и переговоров. Ваши аргументы будут весомы, и вы сможете склонить оппонентов на свою сторону. Однако берегитесь сплетен, держите личную информацию при себе. В любви возможны яркие эмоции, но старайтесь не ревновать по пустякам. Стрельцам выпадает шанс улучшить свое материальное положение. Проявите инициативу в финансовых вопросах, но тщательно проверяйте документы. Отношения с партнером будут ровными и доверительными. В конце недели вас может потянуть на приключения, позвольте себе небольшую авантюру. Козерогам пора взять на себя роль координатора в коллективе. Ваш организаторский талант принесет плоды и повысит авторитет. А в личной жизни не исключены мелкие ссоры из-за быта. Отнеситесь к ним с юмором. А пятница и суббота идеально подходят для планирования отпуска. Водолеям придется уделить время анализу своих целей и желаний. Лучшие идеи придут, когда вы останетесь наедине с собой. На работе не торопитесь с решениями, дайте событиям созреть. Помощь от старшего товарища окажется бесценной. В любви важны честность и открытость. Рыбы почувствуют прилив социальной активности. Новые знакомства и коллективные мероприятия пройдут удачно. Вы можете заключить полезный контракт или найти единомышленников. Финансы потребуют контроля, но мелкие радости можно себе позволить. К воскресенью вы ощутите удовлетворение от проделанной работы и хорошо отдохнете. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу.
Семейная ипотека в России остается без изменений. Льготная ставка 6% сохраняется для тех, кто соответствует условиям программы, а в качестве первоначального взноса по-прежнему можно использовать материнский капитал. Как разъяснил депутат Госдумы Александр Аксененко, несмотря на активное обсуждение, правила не меняются. Семьи могут спокойно планировать покупку жилья. Приобрести квартиру на вторичном рынке также возможно, но только в тех населенных пунктах, где практически не ведется новое строительство. Порядок повторного оформления ипотеки для семей с детьми тоже остался прежним. Дополнительные партии топлива поступят в Якутию железной дорогой. Об этом сообщил министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков. В первоочередном порядке обеспечиваются социальные учреждения, предприятия ЖКХ, экстренные службы и другие объекты жизнеобеспечения. До поступления очередных партий топлива на автозаправочных станциях республики сохраняются временные ограничения на отпуск нефтепродуктов. Бензин реализуется в объеме 20-30 литров на один автомобиль, дизельное топливо отпускается по топливным картам. Отпуск топлива в переносную тару временно ограничен, за исключением сельхозтоваропроизводителей. В крупнейшем детском лагере Якутии «Спутник» стартовала вторая смена под символичным названием «Сияй». Торжественное открытие состоялось 10 июля. Этим летом лагерь объединил около 300 ребят в 12 отрядов. В организации смены работает 74 сотрудника. Это и вожатые, и повара, и медицинские работники. Впереди у детей насыщенная программа. Творческие мастер-классы, современные танцы, флешмобы, спортивные активности и теплые вечерние встречи. Смена только началась, но в «Спутнике» уже царит атмосфера дружбы, творчества и летнего настроения. У нас спортивно-оздоровительный, то есть спортивные мероприятия у нас проходят, а также очень много мероприятий в якутском стиле у нас проходят. И под лозунгом «Сияй» у нас пройдет в этом сезоне фестиваль, в котором дети покажут себя в своей лучшей красе. Будут творческие концерты, также проекты, которые подготовят дети у себя в отряде, в корпусах. Якутский фильм стал победителем международного кинофестиваля. В июне этого года картина режиссера Эдуарда Новикова «На краю света» завоевала гран-при «Гранатовый браслет» на 32-м фестивале «Литература и кино» в Гатчине. Также исполнитель главной роли архиерея Амвросия Сергей Перегудов стал лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль». Фильм снят по одноименному рассказу русского писателя Николая Лескова и рассказывает о православных миссионерах в Якутии. Ранее, в 2018 году, другой фильм Эдуарда Новикова «Царь-птица» также становился победителем на Московском кинофестивале. Сам фестиваль от других кинофестивалей отличается тем, что в этом фестивале участвует экранизации произведений, романов разных писателей. Якутское кино развивается, много молодых кинорежиссеров, много фильмов снимает и сейчас участвует в разных, не только российских, и разных международных кинофестивалях. Призы получает, развивается кино. Последняя рабочая неделя 2026-го продлится 3 дня с 28 по 30 декабря. Новогодние выходные начнутся 31 декабря и продлятся до 10 января 2027 включительно. 31 декабря стало нерабочим благодаря переносу выходного с 4 января. Это позволит гражданам встретить Новый год без необходимости выходить на работу в последний день декабря. Праздники продлятся до 10 января. На этом все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш эфир. Сказки сопровождают нас с самого детства. Через знакомые истории дети учатся понимать эмоции, справляться со страхами и находить ответы на непростые вопросы. Но сегодня сказка используется не только для чтения перед сном, а еще и как один из методов психологической помощи. О том, как работает сказкотерапия, кому она подходит и в каких ситуациях может быть полезна, поговорим с клиническим психологом Якутского республиканского психоневрологического диспансера Виталием Долгуновым. Виталий, доброе утро. Доброе утро.
Давайте расскажем нашим телезрителям, что же такое сказкотерапия, как она работает. Ну, сказкотерапия – это направление гештальт-терапии, которое имеет очень много направлений. И сказкотерапия является таким методом щадящим, да, который через образы, через метафорические какие-то моменты, да, может глубже изучить своего клиента, да, и пересказать те чувства, которые он не может рассказать о себе. Почему именно сказка помогает человеку говорить о своих каких-то переживаниях? Сказка связана тем, что когда мы были маленькие, да, нам сказки рассказывали бабушки и дедушки, да, а потом через прохождение детства и юности мы переходим на другие, более такие сложные, да, произведения. И потом, когда взрослые, сейчас очень много используют, да, фэнтезийные, да, моменты, когда люди, даже миллениалы, да, говорят, что они очень, ну, фанатеют от «Властелина колец» и, например, «Гарри Поттера». А какие вот психологические проблемы, основные и запросы лучше всего все-таки решаются с помощью сказок? Ну, например, это внутренние такие моменты, как эмоции страха, да, страха одиночества, страха каких-то темных углов, да, у детей. А потом в более взрослом понимании это те моменты, когда человек не может, да, разбираться внутри себя, но через образы своих переживаний, да, он может разделить вот эти чувства. Сказка вообще, да, человека может развить и на логическом уровне, да, и на богатство своего языка, да, развитие и коррекции своего поведения. Интересно, вот мы говорим о детях, а подходит ли этот метод взрослым? Конечно, подходит, да, потому что в каждом нашем, да, случае внутри себя всегда сидит маленький ребенок, да, и каждый человек, как бы это все равно, если он даже взрослый, даже старый, да, он иногда вспоминает те моменты, те сказки, когда, проходя мимо, да, что-то смотрит, да, он вспоминает те сказки, которые ему рассказывали в детстве. Ну и как это работает на деле? Вот взрослому читают сказку кто-то вот посторонний, да, или как? Ну, можете сами приобрести, да, какие-то вот психокоррекционные, да, сказки, которые продаются в книжных магазинах. Можно прийти к нам, да, и с нами поработать на некоторых моментах своей жизни. А можно просто перечитывать с детьми, да, вашими внуками, детьми, да, на ночь сказки. Потому что каждой сказки, когда вы перенесетесь свое детство, да, вы совсем по-другому увидите все эти сказки. Например, можно сказать, да, вы когда-нибудь читали, например, Носова, да, «Приключения Незнайки»? Мы всегда думали, что это веселая сказка о детях, да, а когда взрослый человек читает, он смеется обычно над собой и над окружающими. То есть совсем иначе уже воспринимается, да? А с какого возраста лучше вот использовать этот метод? Ну, обычно предлагают с 3 лет, когда ребенок понимает, что такое хорошо и что такое плохо. А потом это можно развить еще дальше и дальше, да? Чем взрослее, чем как бы эта глубина сказки происходит. Потому что каждая сказка, говорится, да, сказка ложь, да в ней намек. А как правильно выбирать сказки для ребенка вот по возрастам, скажем так? Ну, сказки имеют у нас волшебные, бытовые и о животных. Лучше маленьким детям рассказывать сказки, да, о животных. И некоторые моменты бытовые. Например, Андерсон, да, читал, создавал волшебные сказки в виде бытовых сказок. Да? У него каждая комната, каждая вещь имела свою душу. Ну, после прочтения, я так понимаю, очень важно обсудить с ребенком прочитанную сказку. Какие вопросы нужно ему задать после?
Ну, можно спросить, да, какой герой ему нравится и почему, да? Обычно дети говорят, выбирают такого храброго, сильного, да, целеустремленного, потому что они себе не верят, да, потому что они считают себя маленькими. И взрослые, которые находятся с ним рядом, тоже считают его слабым, маленьким, как бы это не сильным, да, личностью. Поэтому через образы таких сказок можно ему развить какие-то лидерские качества. Даже, да? Ага. А вот исходя из ответов, да, того же ребенка, как можно родителю понять, что вот есть какая-то проблема все-таки сидит в голове у Ну, человека? обычно проблемы родители сами начинают догадываться через поведение своего ребенка, да, а сказкотерапия является из многих направлений, только одним маленьким направлением, наверное, потому что когда вы придете к психологу, да, психолог им преподаст совсем другое направление, и это не страшно. Потому что каждый психолог понимает, да, что перед ним сидит маленькая личность, которая не умеет, да, но пока не готов к этой жизни. И нужно развить кое-какие способности, которые у него скрыты. На самом деле все дети, да, очень имеют большую фантазию. Они даже самой короткой сказки могут добавить свои сюжеты. Поэтому сказкотерапия, да, это наиболее как бы эффективная версия помочь ребенку, например, в будущем выжить в нашем, да, мире. Виталий, такой вопрос. Если ребенок просит прочесть одну и ту же сказку на ночь, нормально ли это? В общем, у ребенка же может быть любимая сказка, да? О чем это говорит? А моя племянница тогда говорила, чтобы я как бы это рассказывал про гадкого утенка. Рассказываешь одно и то же, да, и все время просишь. Давай расскажи, как было в птичнике, да, как его обижали, все такое. И я, через какое-то время ты понимаешь, да, что она немножко слабая и не может, у него как бы у нее не были развиты коммуникативные. Но хотя она в доме, да, была лидером, да, и нужно говорить, да, что вот гадкий утенок, если бы даже было трудно, но бывают люди, которые все равно поддержат в любой ситуации. То есть смысл сказки тоже, наверное, как-то говорит о характере, да, нашем, характере ребенка. Например, девочки любят рисовать раскраски, и они выбирают тех героев, да, героинь, которые им эмпатичны. Значит, они похожи. Виталий, огромное вам спасибо за раскрытие такой интересной темы. Не знаю, как наши телезрители, очень надеюсь, как я, узнали много нового, и будут использовать эти методы на практике. Спасибо. Да. Отличного дня. И отличного дня и вам, наши уважаемые дорогие телезрители. Увидимся с вами завтра в это же время, в 7 часов утра. Не пропустите «Утро Якутии» на наших телеканалах. Отличного дня.